И вы также можете продолжать смотреть сегодняшний эфир через YouTube. Это вот относится к тем, кто как участник имеет отношение к данному мероприятию. Меня зовут Иван Степанов, я программный директор пространства коллективной работы «Точки пения Якутск». И на протяжении часа и 20 минут, то есть до 12 часов по Москве и 18 часов по якутскому времени, мы поговорим о том, как же мы можем перезагрузить наши культурные центры и дома культуры. Я хочу представить наших спикеров и экспертов. С нами сегодня Владислав Валерьевич Левочкин, заместитель министра культуры Республики Саха-Якутия. Можете поприветствовать, включить микрофон. Сказать пару слов, чтобы вы появились на экране. Добрый день, приятно всех видеть, и спасибо, Иван. Очень нужное обсуждение, как раз-таки пользуясь такой возможностью, когда мы можем собраться дистанционно, не задирая на какие трудности и на территориальные ограничения, которые присутствуют. Спасибо. Спасибо. Ирина Дмитриевна Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Ирина, добрый день. Всем привет! Мы рады всех приветствовать на площадке нашей точки кипения. Надеемся на очень интересное, живое сегодня общение, на хорошую дискуссию. Прием. Да, слышно, да, меня сейчас? Я хочу... Да, спасибо, Ирина, сейчас продолжим. Хочу представить Дарью Наугольнову. Она архитектор бюро «Высота». Она живет и работает в Амстердаме. Дарья, ты с нами? Здравствуйте, очень рада. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Дальше идем. Наталья Тюкавкина, директор Национального туристско-информационного центра Якутия. Наталья, ты человек, радеющий за все креативные индустрии и развитие нашей республики, чтобы всегда было туристам интересно ездить. Ты с нами? Да, с вами. Спасибо за приглашение. Отлично, и думаю, получится у нас такой достаточно интересный диалог, поскольку вообще туризм — это та отрасль, которая дает огромную мультипликацию, а туризм без креатива — это никуда сегодня. Поэтому очень рада. Да. Согласен, спасибо. Значит, Илья Токарев, директор проектов Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив, будет чуть позже. Как-никак данный центр занимается организацией митапа, поэтому вот он попросился чуть попозже подключиться. Также я хочу представить наших внешних экспертов. Это люди, которые знают о Якутии не просто со стороны, через картинки и видео, они не видали наши красоты, природу, наш замечательный национальный праздник «Встретить солнце и Сэх», и побывали на других разных площадках и мероприятиях, поэтому они в курсе. И есть также у нас Виталий Виноградов, да, для начала я представлю. Виталий Виноградов, он имеет отношение к разным сферам деятельности, не только инновации, инвестиции, но и также он является заместителем председателя Совета директоров креативного кластера Свердловской киностудии. Виталий, ты с нами? Да, привет. Слышно меня? Слышно, отлично. Только не заместителем, а председателем. Ай, прошу прощения. Хорошо, отметил. Юлия Гончарова, она также очень активный, творческий, креативный человек. Юлия, ты с нами? Да, привет. Да, привет, Юлия. Она занимается также бизнес-проектами в разных сферах, в том числе по части велонаправления. Да, вот сейчас будем как раз проводить большое исследование велоинфраструктуры Калининградской области и интеграцию маршрутов, веломаршрутов Калининградской области в европейские маршруты Евровело и Р1. Да. Отлично. Да. В Якутске была дважды. Да. Последний раз в декабре прошлого года. Большое спасибо, Иван, за приглашение. И как раз в декабре удалось погрузиться в атмосферу сельских территорий Якутска.
вернее, не Якутска, а Республики Саха. И мы посетили тогда дома культуры, посетили местное производство, и я была очень впечатлена. И сегодня как раз очень интересно посмотреть, как же эти проекты развиваются дальше. И у вас замечательная команда, я уверена, что у вас все получится впереди, вас только успех ждет. Спасибо, Юлия, спасибо большое, да, действительно, это так. Посмотрели изнутри нашей глубинки, маленькие села и в том числе культурный центр. С нами Сергей Иванов, мой хороший друг и товарищ, он живет в Москве, мы былые времена тоже вместе вели активности, они сейчас, он кандидат в культурологии, он сам музыкант, поэт, диджей и представитель общественной организации «The Exit», «The Выход». И они активно работу ведут в российских регионах. И, Сергей, можешь пару слов сказать? Ты с нами? Поприветствовать? Не слышно? Не слышно, Сергей? Надо включить этот микрофон. Сергей? Да, всем здравствуйте. Очень приятно, Иван, что ты пригласил меня. Да, мы занимаемся проектами культурными, и сейчас, в частности, по развитию сельских территорий. У нас это называется проект междеревенского обмена, и мы занимаемся развитием культуры в сельской местности посредством молодежной и уличной, в частности, культуры. Вот. Если будет возможность, я бы рассказал, конечно, подробнее об этом, но так, конечно, обо всем в двух словах и не расскажешь. Много регионов у нас охвачено, и хотелось бы, конечно, нам поработать с Якутией по этому направлению тоже. Отлично, Сергей, спасибо. Да, в любом случае будет возможность, это не первая и последняя наша онлайн-встреча, поэтому еще подискутируем и узнаем побольше друг о друге, да, о проектах и тех делах, которые мы ведем в рамках культурной жизни по всей России. Также я хочу представить Марию Скрябину, она руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды «Лето», тоже отреагировали, спасибо. С нами, да, Мария? Можете поприветствовать. Да, всем добрый день. Спасибо. Айтал Яковлев, он является доцентом СВФУ, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова, кандидат исторических наук, тоже очень современный, активный человек, и всегда у него бывает очень такое профессиональное, экспертное мнение по тому или иному вопросу. И мы сегодня тоже, надеюсь, послушаем вас, эксперты. Да? Сейчас мы, смотрите, как строим нашу дискуссию. Вначале мы расскажем про два кейса, потом будет обсуждение, в том числе в связке с этими кейсами, ваше мнение и отдельно вопросы относительно культурных центров и домов культуры. Потом в конце мы послушаем экспертов на предмет вообще выступлений наших спикеров. Вот. Согласны? Договорились? Давайте начнем в таком порядке. Друзья, что я хочу сказать, да, для начала. Дискуссионная встреча, она проходит с участием, как вы поняли, экспертов как и федерального, регионального, но в том числе и международного. У нас есть представители из Голландии. Действительно, Голландия является очень прогрессивной такой страной, и, как и Великобритания, например, да, они такого прям много всего делают, и вот классно, что есть люди, которые могут перевести нам свой опыт, да, передать международный опыт нам в регион. Мы понимаем то, что пространство — это такое место для самореализации граждан, в частности, в сельской местности это инфраструктура культурной жизни, она, по сути, обеспечивает то, что человек может там, на этом месте, в этом пространстве генерировать и запускать разные проекты. И вообще, когда мы говорим про новые форматы, современные форматы культурных центров, то мы понимаем, то, что мы можем обновить культурную жизнь, менталитет людей. И сейчас мы расскажем про наработки, которые имеется у нас, в частности, у Дарьи и еще у той команды, которая проходит акселерацию 100 городов, это акселератор России. Есть проект по созданию пространств коллективной работы среды, это по опыту точки пения. Одним из предпосылок обсуждения данной темы является архитектурный хакатон.
на тему «Новая жизнь домов культуры». И этот хакатон проходил в городе Якутске с 20 по 25 января, и многие там были, и, в принципе, понимают, о чем сейчас мы будем говорить. Да? То есть сегодня продолжение той же темы, что и было тогда. И сейчас я хочу передать слово Дарье. Начнем с ее презентации. Она расскажет о наработках, которые имеются у нее в целом, как в Голландии, я так понимаю, да, и в России, и то, что сделала у нас в Якутии. Вот, Дарья, я передаю тебе слово, и нам нужно дать возможность Ниргун, чтобы Дарья могла сделать демонстрацию экрана. Да, все, можно, Дарья. Здравствуйте. Меня зовут Дарья, я архитектор, живу и работаю в Нидерландах. Я вместе с моим коллегой Алексеем Боевым являюсь руководителем международного исследования идентичности по ООН. Мы исследуем дома и дворцы культуры по всей России. Как бы довольно странно для нас, что такая мощная, такая распространенная сеть, которая по всей России находится, она очень мало используется для развития именно креативной экономики, креативных индустрий и так далее. То есть мы видим, что в последнее время очень много проектов, ДНК, наверное, все знают, дома новой культуры, креативные кластеры и прочее, создаются в большом объеме, но все время как бы в заброшенных каких-то таких новоосваиваемых, так скажем, территориях, в то время как эта сеть, она живая, она финансируется. Проблема в том, что она немного несовершенно функционирует относительно потребностей современного общества. Мы начали с того, что мы архитекторы, мы делаем проекты реновации, как архитектурной реновации, так и переосмысления функционирования, переосмысления финансирования, приведение к тому, чтобы дворцы культуры были самоокупаемыми, то есть мы ищем те функции, которые сделают их действительно независимыми. И в январе меня пригласили в Центр компетенций, пригласил провести архитектурный хакатон «Новая жизнь домов культуры» по всей Якутии. И мы сделали два проекта. Один проект — это концепт реновации Дома дружбы народов имени Кулаковского, и второй проект — это прототип сайта, который свяжет все дома и дворцы культуры по всей Якутии и даст им новый input, то есть придаст им какое-то новое значение, действительно важное для развития устойчивого общества. У вас уникальная их насыщенность, у вас 513 учреждений, это очень мощная сеть на население в 1 миллион человек. Они расположены по всей территории Якутии, но в чем проблема на самом деле? Они, с одной стороны, конечно, мы увидели, что люди безумные, как бы инициативные, стараются и все остальное, но тем не менее они все равно не функционируют так, как, скажем, они функционировали 40 лет назад, когда они были действительно такими мощными центрами социокультурной жизни в каждом населенном пункте. Проблема сегодня в том, что крайне мало охвачен сектор людей, начиная от 14 до 65 лет, то есть это вся молодежь и люди трудоспособного возраста. Сегодня ДК в основном функционирует для детей и пожилых. Крайне мало представлено современное искусство, наука и техника, дополнительное образование по сравнению, например, с очень мощным сектором национальной культуры. Но это по всей России, в принципе, абсолютно одинаково. Ну и, конечно, отдельная боль меня как архитектора — это, конечно, архитектура, это реновации, которые проводятся этих зданий. Наверное, все, в принципе, знают, что это такое, и, конечно, это совершенно, ну, на мой взгляд, это варварство в 21 веке, когда у вас есть прекрасный центр компетенций с шикарными архитекторами. Вот. В чем наша задача? Наша задача — помочь сети дворцов культуры стать местом развития культуры, дополнительного образования, туризма и архитектуры, то есть стать частью фундамента развития креативной экономики в республике. Чтобы все те компоненты, которые действительно нужны для развития современного общества, чтобы они были представлены абсолютно в каждом ДК республики. Сегодня немножко сложно говорить об устойчивом развитии и функционировании дворцов культуры, потому что это довольно моноуправляемое и монофинансируемое учреждение только культурой на данный момент. Если мы присоединяем к этому образование, туризм и архитектуру, то мы получаем гораздо более насыщенные услуги, которые там могут предоставляться, и гораздо большее значение, в том числе и для всех вот этих 4 секторов.
часов, мы можем сделать ДК социокультурным центром, креативным кластером, туристическим хабом, образовательным центром. И обязательно должна быть современная архитектура, которая действительно отображает локальную идентичность. И еще одна проблема в том, что в общем-то, никогда не существовало хорошей налаженной связи между руководством республики, директорами ДК и жителями. То есть директора ДК не знают потребностей жителей, даже если знают, им крайне тяжело донести, интегрировать их до руководства республики, и руководству республики крайне тяжело помочь ДК реализовать их там, ввиду ряда проблем. То есть мы постараемся наладить эту связь, чтобы действительно потребности жителей были донесены до директоров ДК, и у них был инструмент, чтобы донести их до руководства республики, а у руководства республики, соответственно, возможности их реализовать для жителей. Принцип работы сайта BRC Team — это не просто сайт, это на самом деле как бы такой инструмент. Первое — это рейтингование. То есть на сайте будет отображен такой некий топ-10 ДК по ряду показателей, то есть это ДК, которые предоставляют классные услуги, которые проводят классные фестивали, в которых действительно услуги, которые отвечают потребностям жителей, ну и многое другое. То есть как бы вот те ДК, которые находятся в топе, они, например, первые в очереди на финансирование в следующем году. То есть это такая система поощрений. И другие, соответственно, руководители ДК, которые будут видеть классные наработки своих коллег и будут видеть, что да, смотрите, действительно, вот у этих там такой классный рейтинг, они будут просто учиться. То есть это самое главное движение, да, это конкуренция, обмен опытом. Следующее, обмен опытом, это я показываю здесь на примере архитектуры, но ровно тоже касается и туризма, и дополнительного образования. То есть, чтобы понимать, как сделать хорошо, надо знать эти примеры, надо видеть эти примеры. Кроме того, что обязательно в процесс реновации, строительства новых учреждений обязательно должно быть включено управление архитектуры, центр компетенций, но и даже сами руководители этих учреждений должны понимать, что такое 21 век, должны понимать, что такое локальная идентичность. И здесь будет просто действительно примеры, которые хорошие примеры уже произведенных реноваций в республике, в России и по всему миру. То же самое касается и туризма, то есть будут показаны хорошие туристические примеры как бы туристического бизнеса локального, там некие там этнопарки, которые, например, развиваются, или какие-то еще туристические активности. И то же самое дополнительное образование. И, конечно, адекватная обратная связь, потому что если мы говорим о понимании того, что нужно жителям республики, довольно трудно понять, если они, в принципе, сейчас очень слабо могут донести свои какие-то пожелания. Обязательно должно быть удобное эп-приложение. Обязательно нужно людям тоже демонстрировать примеры качества функционирования, потому что если сегодня приехать и в каком-нибудь населенном пункте небольшом спросить, что вы хотите, они скажут, мы хотим теплое помещение, вентиляцию и так далее. Они не знают, что просить, потому что люди очень часто ничего лучшего, что у них уже есть, не видели. Должна быть обязательно конструктивная критика и предложения, то есть люди должны иметь возможность критиковать и оставлять свои предложения. И обязательно должны быть открытые обсуждения. В общем, это все, это сайт нашего исследования, и хочу сказать большое спасибо всем нашим партнерам, бесценным, кто с нами работает, Владислав Валерьевич, Наталья, Ирина, Мария, потому что они нас консультируют, то есть это не просто нечто, что мы придумали, это процесс многих-многих уже обсуждений, и как бы вот на данный момент он уже некий краш-тест прошел, мы понимаем, что потенциал большой, мы работаем над этим. Спасибо. Спасибо, Дарья. Можно выключить демонстрацию экрана. Да. Друзья, мы идем дальше. Мы послушали, да, что же делается вот у нас в Якутии, да, с участием экспертов в плане вот того, как мы хотели бы обновить жизнь культурных центров и домов культуры. И сейчас мы хотим еще поделиться другим кейсом, связанным уже непосредственно с реальным КЦ, где уже ведется работа по некой перезагрузке. И я хочу попросить Анастасию Васильеву, она менеджер проекта пространства коллективной работы «Сайды развития», тоже рассказать, осветить, что представляет собой данное пространство. Анастасия, ты здесь? Всем добрый день. Я готова. Жду, когда Да, организатор даст
доступ к демонстрации экрана. А Мне уже, хорошо кажется, слышно, можно. да? Слышно. Нет. Может, я сейчас сижу через 2 аккаунта, ноутбук и телефон. Через телефон я себя показываю, и через ноутбук я хочу показать презентацию. Видимо, Нургун сейчас не на Давайте. аккаунт. Понял, ага. Сделал. Да. Угу. Так, видна, да, моя демонстрация? Нет еще? Нет. По крайней мере, мне не... Вот сейчас запускается, да. Видно. А можно на полный? Ага. Угу. Сегодня я вам представлю наш проект, над которым мы сейчас работаем, как Иван уже сказал, в акселерации городских лидеров. Создание сети пространств коллективной работы сайды в муниципальных образованиях нашей республики. Он по формату точки кипения, но не совсем такого формата. Пространство коллективной работы, он подразумевает собой рабочее пространство в виде коворкинга, где могут местное население вовлекаться в преобразование села, повестку развития республики. Здесь, на данной площадке, как мы предполагаем, должна создаться предпосылка содействия расширения практики различных органов управления. Так, и в качестве пилотного пространства определено село Титябя Хангаласского района, где мы сейчас уже реализовываем проект. Мы выиграли конкурс фонда президентских грантов, и в рамках реализации в данном проекте мы сейчас находимся в процессе закупа оборудования и уже в скором времени должны провести ремонт помещения. В таком формате мы видим, скажем так, идеальное пространство. Он должен состоять из лекториума, переговорной и коворкинг-зоны. Мы считаем, что здесь должен быть классный, атмосферный, современный дизайн, чтобы люди могли, находясь в такой атмосфере, создавать новое, креативить. Ну и как раз-таки именно это как основа подразумевается в наше пространство. Так, в рамках акселерации мы провели очень много работы, оценили первичную целевую аудиторию, вторичную, вообще всех заинтересованных сторон, создали идеальный образ пользователя. То есть нашими пользователями являются не только взрослые люди, не только молодые специалисты, также являются и учащиеся школ, студенты. Вот. Разработали примерные версии использования нашего пространства. Его можно использовать в качестве случайного посетителя, который пришел в культурный центр и увидел, как происходящее какое-то интересное мероприятие, решил присоединиться и таким образом становится регулярным посетителем пространства. Пространство можно использовать в качестве организации различных мероприятий. Можно проводить какие-то технические кружки и, конечно же, местное сообщество, оно использует пространство для проведения различных каких-то внутренних собраний. Здесь на фотке можно увидеть Юлию Гончарову, нашу постоянную гостью, которая посетила уже село Титябя, где сейчас мы реализуем пилотное пространство сайды. Он находится в селе Титябя Хангаласского района. Так, получается, вот на 2-м этаже мы такими общими усилиями оборудовали его, поставили пуфики, маркерную стену, провели много различных мероприятий. Здесь мы указали только 2 из них. Это первая дискуссионная встреча и проектная сессия образования как основа развития села. Вот. По итогам того, как мы создали пилотное пространство в селе Титябя, провели 2 опроса. Первый опрос показал, что 51 человек, которые прошли опросник, они ответили, что недовольны
имеющимися местами для досуга и личного развития. И 96% за то, чтобы в селе появилось такое пространство сайды. Второй опрос показал, что все 24 посетителя прототипа сайды, который был открыт на базе культурного центра СРЛ, остались довольны пространством и, конечно же, новой информацией, которую они там получили. 95% считают, ну, практически все считают, что такое место нужно в их селе. То есть они уже побывали в этом пространстве, они уже поработали, получили какую-то новую информацию и считают, что действительно такое пространство нужно. И это очень хороший показатель для нас. Также у нас была экспериментальная сессия готовности сельчан к проектной деятельности. В прошлом году участники команды «Индустрии будущего» выехали в село Тетябя, когда еще не было пилотного пространства в селе, и они провели проектную сессию, по итогам которого зародился наш проект, который работает, функционирует. Полигон практик, да? Полигон практик, да. Вот, и даже хотела показать статью, которая вышла. Вот. Студенты ЕТТС уже проходят производственную практику в кооперативе СМРТ в селе Тетябя. И он как раз-таки довольно-таки успешно сейчас реализуется и функционирует. Так. Получается, в этом году мы хотим запустить пилотное пространство в селе Тетябя. В следующем году планируем запустить такую первую волну 5 пространств развития, дальше 8 пространств, и в итоге планируем до 2023 года запустить 13 пространств в республике Саха-Якутия. Можете посмотреть, знакомиться с нашей командой проекта. Но здесь еще, наверное, не все указаны, так как команда на самом деле намного больше. Спасибо, Настя. Это все, да? Заключительный слайд. Да, спасибо большое. Действительно, да, здесь у нас очень много активности, в принципе, происходит. И то, что сейчас представили 2 кейса, они, в принципе, друг друга дополняют, да. Здесь, нужно понимать то, что форматов может быть много. И форматы, они сами по себе схожи, и за счет консолидации наших возможностей, наших ресурсов, да, можно, в принципе, действительно тут многие вещи сделать. В том числе, чтобы через эти пространства в культурных центрах люди не просто там творческие какие-то проекты реализовывали, но в том числе и туристические, и какие-то креативные истории там появлялись, да, и среда в целом преобразовывалась, вот. И давайте мы сейчас поговорим, можно, сейчас будут вопросы, в принципе, они общего характера, можно в той или иной степени затрагивать данные кейсы, можно и не обязательно там затрагивать их, да, вот. Я бы хотел первый вопрос задать Владиславу Валерьевичу, заместителю министра культуры. Скажите, пожалуйста, какие вы видите возможности для создания современных творческих пространств на базе культурных центров и домов культуры, и какова в этом роль вашего министерства, вот, на уровне городов и сел нашей республики, насколько вы, скажем так, влияете на всю эту историю? Спасибо большое за презентацию, да, и вообще с данным проектом мы еще не особо знакомы и надеялись как раз-таки познакомиться в ходе планируемой стратегической сессии, которую мы в марте планировали провести для наших начальников управления культурой и директоров домов культуры, но, к сожалению, нам пришлось ее перенести. И надеюсь, что мы с Минпредом обязательно осуществим, когда у нас появится такая возможность, собирать всех вместе и сделать стратегическую сессию по культурному туризму, в том числе обсудить различные проекты, которые можно реализовать. В целом хочу сказать о том, что, помимо того, что было уже озвучено по тем задачам, которые мы хотели бы поставить, скажем, по внедрению новых форматов деятельности в домах культуры, обозначить еще такие сложности, которые, может быть, я уже
не раз о них говорил, и с теми, с кем мы уже работали, слышали от меня это, да, но все же я считаю как бы важным повторить. Во-первых, то, что в домах культуры у нас очень большая проблема дефицита пространств, и в целом у нас как бы по тем населенным пунктам, где ведется активная работа, у нас часто возникает как бы конфликт из-за как раз-таки отсутствия наличия помещений, которые можно было бы использовать. То есть часто получается так, что у нас молодежь проигрывает борьбу с более взрослым населением и уступает, да, ну это, наверное, правильно тоже, да, и действительно у нас вот есть такой гендерный и возрастной дисбаланс посетителей домов культуры. Потом форматы работы, которые тоже у нас, ну, к сожалению, в связи с тем, что тоже у нас определенный тоже возрастной, как бы, возрастной уровень работников домов культуры, привыкших работать, ну, скажем так, в советском формате взаимодействия, то есть проведение мероприятий в основном, это концерты, отчетные концерты, формат, где есть зритель, где есть выступающий. То, скажем, ну, вот, с чем мы хотели бы как-то преломлять эту ситуацию. Действительно, у нас очень мало проводится мероприятий для молодежи, для рабочей молодежи. Есть определенные категории молодого населения, активного населения, которые могли бы быть активными получателями услуг, но они просто не находят предложения. И также, возможно, с этим связанная проблема в том, что наши дома культуры, учреждения культуры на селе организуют мало мероприятий коммерциализированного плана. То есть, может быть, скажем, там небольшой оплаты, но тем не менее какой-то коммерциализированный подход, он необходим. Это является не только как бы, показателем в их деятельности, но также современным инструментом там, в том числе с использованием инструментов маркетинга, инструментов пиар продвижения, да, и вот, к сожалению, в связи с этим у нас коммерческих услуг оказывается мало, хотя пользователи тоже также могли бы находиться. Просто как бы мы часто анализируем свою деятельность и вот находим такие проблемы. То, что касается возможностей, то возможности, да, у нас они появляются, и появляются в том числе благодаря вам. Спасибо большое всем заинтересованным сторонам, которые вносят свои предложения по переформатированию, по внедрению нового, лучшего, современного. У нас в настоящее время действует федеральная программа по укреплению материально-технической базы домов культуры. Ежегодно мы проводим конкурс, порядка 25 домов культуры получают финансирование федеральное на получение нового современного оборудования. И тоже то, какое оборудование они заказывают, что они, собственно, заказывают, для чего, насколько эффективно, да, тоже вот, в принципе, через этот процесс мы могли бы координировать. Может быть, у нас там, дело в том, что есть положение наше республиканское, которое определяет там критерии, в соответствии с которым мы проводим конкурс. Может быть, одним из критериев тоже обозначать такие вот современные форматы работы. Если мы будем требовать, в принципе, централизованно у нас достаточно активно откликаются на все наши инициативы. Если мы будем выдвигать это в качестве одного из требований, то, в принципе, можно изменить, менять ситуацию к лучшему. И в то же время, собственно, что они закупают? Закупают они, исходя из своих представлений, что им нужно, да, и исходя из того, что они находят на рынке. Хорошо, когда вот у нас некоторые
проявляют инициативу, делают что-то новое, там, ну, допустим, кто-то купил там LED-экран, какой-то дом культуры, поставили себе LED-экран, но это такая экономия на самом деле, да. Мы часто говорим там, ну, ставьте хотя бы, вот есть рыбий глаз, тоже проекционное оборудование. Такая экономия на декорациях, на вот, украшении сцены, да, то, что у нас очень много ресурсов, сил и нервов тратится, да. Есть дома культуры, которые, допустим, закупили, ставят уже уличные сцены для проведения мероприятий уличного формата, и они у них стоят как стационарные. Это тоже как бы, ну вот, нам можно регулировать, вот, в том числе через этот конкурс, через федеральное финансирование, которое ежегодно мы получаем, между прочим, самую крупную субсидию по Дальнему Востоку, и можно координировать. Кроме того, у нас некоторые дома, некоторые районы проявляют инициативу, организуют дома ремесел, кластеры начинают организовывать. Дома ремесел тоже нужно понимать, что это ну, один из видов креативной активности, то есть, собственно, это изготовление изделий народных промыслов, ювелирных каких-то изделий. Здесь тоже много может быть интересных проектов, связанных и там с туристической привлекательностью, с коммерциализацией, с маркетингом и так далее. Кроме того, отдельный процесс по формированию общественных пространств, который ведет вот наш департамент по управлению по архитектурному делу при главе республики, и связано с этим тоже наша как бы надежда на то, что у нас появятся исторические поселения в нашей республике, благодаря чему у нас тоже может появиться возможность привлечения дополнительного финансирования по изменению материально-технической базы наших районов, наших районных поселений, городов, которые в нашей республике находятся. И надо понимать, что вот все эти общественные пространства, все туристические комплексы, которые у нас находятся на местах, они все в основном обслуживаются работниками отрасли культуры. То есть, собственно, даже если они не оформляются как юридические лица, данные объекты, да, они находятся на пользовании, на обслуживании домов культуры. То есть, собственно, это такие, как бы, ну, у них неразрывная связь, и мы от этого никуда не уйдем, соответственно, нам нужно работать вот и через данные направления нашей деятельности. И сейчас, конечно же, как одну из возможностей, как один из ресурсов, конечно же, мы рассматриваем этот портал Бекситим, портал Дарьи Наугольновой, и очень ей благодарны за целенаправленную такую активную позицию и готовы в дальнейшем тоже сотрудничать и помогать в реализации такого масштабного проекта. Да, в целом у меня еще вот, добавлю, да, у нас помимо того, что идет федеральная программа по обновлению материально-технической базы, у нас еще появляются за счет федеральной субсидии новые дома культуры, совершенно новые. И здесь мы тоже как бы стараемся, чтобы поселения проявляли инициативу и реализовывали какие-то действительно современные формы пространства для дальнейшей работы. Это я просто перечислю село Дикимдя, горный район, село Сырдаху, Салданский район. И в этом году у нас начинается строительство в селе Дюпся Намского района. Это те новые дома культуры, которые строятся за счет федеральной субсидии и в которых предпринимаются попытки вот создания как раз-таки современных таких общественных пространств для общественной активности. Все. Спасибо, Владислав Валерьевич. Ну да, здорово, да. То, что есть такая программа, где есть возможность там через конкурс привлечь финансирование на обновление материально-технической базы, но все-таки внутри уже должны люди понимать, какую же там мебель, да, оборудование, какой там интерьерчик должен быть внутри культурных центров и домов.
И действительно, вот как Дарья ранее говорила, ну, нужно, чтобы люди, возможно, повидали такие места, да, то есть они ощутили, увидели своими глазами, и потом уже действительно доказывали там то, что делает их такими современными. Вот. И нам бы, конечно, да, тоже хотелось увидеть, может, в дальнейшем вот эти новые культурные центры, которые строятся в новом формате, и, возможно, даже надо распространять этот опыт, может, мы как точка кипения тоже в дальнейшем в этом посодействуем. Вот, с одной стороны, культурный центр, да, вот внутри. Я, может быть, добавлю, да, вот как раз в этом отношении мы планировали с городом Якутском работать осенью, поскольку у нас сейчас появилось несколько новых таких пространств в городе Якутске, в пригородах. И ну вот мы очень ждали открытия Дома культуры имени Гагарина, и очень надеемся, что в ближайшее время произойдет. И как раз-таки мы планировали пригласить сюда, в город Якутск, всех наших начальников управления культуры. Мы это делаем через каждые полгода. И показать вот на конкретном примере, как можно видоизменять пространство и какие новые формы, современные формы можно внедрять. Здорово. Я вот что хочу сказать. С одной стороны, культурный центр вот внутри, да, там что-то внутри происходит, есть внутренний некий контент, а есть еще внешняя сторона, то, как выглядит культурный центр. Наши культурные центры, дома культуры в основном, они были построены, как уже отмечалось, в 60-х, 70-х, 80-х годах. Они обеспечивали, ну, как бы, у них был определенный функционал в то время, они обеспечивали вот жизнь, активную жизнь внутри там населенного пункта. А сейчас все новые здания, да, объекты, которые появляются, они должны же быть соответствовать общей какой-то вот логике, общей среде, общему образу на той территории, где они будут появляться. И это зависит и от архитектуры, да, то есть внешняя часть того, как вообще само вот это здание выглядит, насколько оно привлекательно, красиво, насколько оно современно. И хочу задать вопрос Ирине Дмитриевне. Вот почему внешний облик здания КЦИДК важен, вот как профессионал? Скажите, пожалуйста, и какие интересные кейсы по улучшению внешних видов таких зданий вы наблюдаете? Ну, вопрос риторический, я думаю, Иван, потому что на самом деле понятно, что в наше время сейчас поколение уже другое вырастает, люди меняются, города меняются, а мы немножко отстаем в этом плане в Якутии. И вообще сам процесс стройки, он такой, так сказать, инерционный. Да? То есть сегодня мы видим те объекты, которые были запланированы 3, 5, а может и больше лет назад. Процесс достаточно долгий, и если мы говорим о переформатировании, в том числе и вообще с точки зрения архитектурно-градостроительного облика, те объекты, которые мы сейчас планируем, они будут построены там самое раннее, там, через год, через 2. Да? Поэтому нужно, конечно же, в этой части строить определенную политику. Мы, как управление новое, в прошлом году, в 2019-м, только начали свою деятельность и сразу начали с того, что приняли нормативно-правовой акт об обязательном согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов, строящихся на бюджетные средства. Поэтому сегодня мы особо пристальное внимание вот этот год провели на то, чтобы те проекты, которые новые приходят, мы их начинаем перенаправлять. Потому что у нас, ну, проектной деятельностью занимается не так много людей. Много вроде проектных компаний в республике, порядка 70-80. Да? Но из них компаний, в которых есть классные, хорошие архитекторы с прогрессивными взглядами, ну, практически там несколько десятков, не больше. Да? Вот. Поэтому приходится работать точно. И все объекты, которые к нам приходят, мы вот предметно сидим, в том числе нам сейчас очень хорошо помогает специально созданный Центр компетенции по вопросам городской среды, который решением главы был в прошлом году у нас в республике создан. И мы как бы начали работу с маленьких объектов, с общественных пространств, объектов благоустройства, но уже понимая, что мы как орган уполномоченный в области градостроительной политики должны выстраивать эту систему. Мы, конечно, работаем не только с маленькими объектами, и в том числе вот этот кейс по переформатированию домов культуры, это чисто наша инициатива. Мы с Дашей Наугольновой и с Алексеем Боевым
встретились на культурном форуме в Санкт-Петербурге буквально в 2019 году. И когда я услышала, что делают, оказывается, в России, а ребята как раз сейчас в Воронеже имеют прекрасный пример переформатирования. И мы же давно все, как бы все мечтаем, да, все время ноем, денег нет, времени нет, технические задания на проектирование делать некогда, все идем по какой-то установленный, ну, как бы такой механизм, очень долгий, инерционный. Да? Но здорово, что есть возможность, вот, в том числе вот на таких площадках, обсуждать это, и увидев то, что делают наши коллеги, оказывается, и у нас в России, я просто первым делом сразу обратилась к Алексею, Алексей сразу на Дарью направил, и мы как бы в рамках своих возможностей, Центр компетенции, это совсем маленькая структура, которая не имеет много денег, мы нашли возможность провести этот интересный, между прочим, назывался у нас хакатон, потому что мы не только делали архитектуру, не только делали содержательную часть нашими коллегами из Министерства культуры, с учреждениями культуры, пригласили там все заинтересованные стороны, но еще подключили айтишников, которые нам вот сейчас помогли настроить как бы техническую платформу, сайт. Это же тоже достаточно сложные вещи. И замечательно, что вот такую методологию мы находим именно у наших коллег, которые работают уже в других странах мира, да, и те прекрасные примеры, которые мы видим, креативные, классные, нам нужно реально быстрее продвигать. Поэтому мы пытаемся сейчас по нескольким фронтам работать. То есть есть крупные объекты, да. Например, если новые объекты, вот буквально сегодня на нашем сайте объявлен конкурс открытый на разработку дизайн-проектов внутренних интерьеров арктического центра, где будет Государственная филармония, Саха-театр, театр Ломфо, то есть крупные культурные институции, это крупнейший объект вообще в истории республики. И проект разрабатывается частным инвестором в лице группы компаний ГИС. К нашему счастью, к счастью республики, они пригласили в разработку, взяли компанию ТПО «Резерв», это одна из ведущих в России компаний, которая делает классные архитектурные проекты. И сейчас мы хотим, чтобы поучаствовали наши местные специалисты, архитекторы, дизайнеры, художники, народные мастера, чтобы внутреннее наполнение интерьерное, оно было более таким предметным, более направленным на региональные особенности. И такие крупные проекты мы, естественно, будем по новым объектам планировать и делать. И новые объекты, как вот Владислав Валерьевич сказал, конечно же, мы стараемся делать с новым функциональной начинкой. Да? Но в основном, когда мы говорим о переформатировании, все-таки речь идет о старых объектах. И вот то, что вы кейс показали, прекрасный просто кейс, в маленьком селе, никого не ожидая, никаких больших денег не ожидая, ребята взяли грант вот, под руководством Ивана, начали что-то инициировать, это здорово, и действительно нужно собирать людей, когда вот эта критическая масса наращивается, происходит взрыв. Нам нужно всем вместе чаще общаться, чего-то хотеть делать. И есть, например, кроме тех программ, о которых Владислав Валерьевич сказал, есть очень маленькие программы, например, программа поддержки местных инициатив. Огромное количество объектов, проводятся капитальные ремонты, небольшие какие-то вот, как раз модернизация. Есть программа комплексного развития сельских территорий, которая тоже имеет достаточно хорошее финансовое обеспечение. И вот туда и нужно идти, но самое первое, я всегда как архитектор хочу сказать, нужно начинать, коллеги, с проектов, дизайн-проекты, архитектурные проекты, потому что визуализация наших хотелок – это особенно важно. Вот Иван правильно говорит, что нужно же понимать, какая мебель должна быть, какая отделка помещения. Это же во многом зависит современное пространство, как мы там рядом, переформатировали, допустим, вот ваши сейчас ТТД, этот, маленький дом культуры, да? А что снаружи? Есть ли у вас площадка интересная снаружи? Готовы ли вы проводить мероприятия на открытом воздухе? То есть это комплексные такие системные работы, которые сразу нужно продумывать. И для этого не надо много денег, нужно желание изменить, нужно концентрировать все свои возможности, синергию собирать. И я думаю, у нас все получится. Ну и здорово, что нас поддерживает в этом во всем агентство стратегических инициатив. Мы очень надеемся, что сейчас в рамках вот нашего взаимодействия со СИ мы получим хорошую и методологическую помощь, и вообще помощь в продвижении, в том числе, естественно, по возможности там финансовой дополнительной. То есть мы ждем помощи, мы открыты, мы готовы работать и очень хотим, чтобы у нас в республике вот такие вот объекты все больше и больше появлялись. Да, спасибо, Ирина Дмитриевна, спасибо большое. Действительно, вот
чтобы как бы эффективно все это вот, ну, управлять и помещениями, и создавать что-то, ну, новое, там, переформатировать, наверное, нужны стандарты определенные, да, какой-то определенный там, ну, набор, ну, там, перечень правил или там какой-то мотив базы, и, возможно, центр компетенции мог бы здесь помочь, да, культурным центрам. Друзья, мы двигаемся дальше, и я хочу сказать то, что у нас совсем мало времени остается, 18:00 по якутскому времени, то есть примерно через 30 минут у нас начнется другая часть, поэтому я вынужден, ну, просить следующих спикеров вкратце, четко, вот где-то по 2 минуты, 3 минуты, хорошо? Дарья, вот упомянули вашу встречу, да, с вами, вот Ирина Дмитриевна познакомилась, и уже начали работать, и много всего делается и сделано. А скажите, пожалуйста, вот какие 3 наиболее ключевых действия для перезагрузки ДК и КЦ в Якутии нам все-таки нужно сделать? Вот мы сейчас поговорили внутреннюю, ну, немножко поговорили про КЦ, там, внутреннюю часть затронули, и про внешнюю часть. Скажите, что... Да, первое, конечно, нужно закончить наш сервис, да, BRC Team. И, возможно, вот пока что мы справляемся своими силами, потому что он реализуется за счет президентского гранта, но, конечно, мы понимаем, что вряд ли мы его вытянем самостоятельно, без какой-то дополнительной поддержки, например, хороших график-дизайнеров, да, или пиар-агентства какого-то и так далее. То есть, в первую очередь, это должен быть очень качественный работающий продукт. Вот как бы мы просим какой-то, может быть, поддержки в дальнейшем со стороны республики. Конечно, это, ну, массовое распространение, по крайней мере, этого сервиса в первую очередь. То есть это ключевое, наверное, здесь. То есть чем больше людей будет видеть, чем больше людей будет на этой платформе обучаться, тем, соответственно, насмотренность будет меняться. Как бы сказать, планка качества очень сильно изменится, потому что сейчас немножко такое клише, которое по всей России, в общем-то, существует, что культура — это вот что-то такое вот высокое, недостижимое и непонятное. Но на самом деле сегодня культура — это культура общения, это культура быта, это культура презентации, это культура образования. Сегодня это слово очень сильно изменилось, потому что это не просто искусство. Искусство — это 10-я часть определение культуры, да, то есть сегодня культура вмещает очень много понятий, и это просто нужно, это определение массово донести до руководителей учреждений, до пользователей, что, ребята, качество нашей жизни зависит от нас, и культура — это очень много что. Вот. Ну и, конечно, поддержка со стороны руководства, готовность слушать пожелания жителей, готовность поддерживать активных директоров, потому что, к сожалению, сейчас, работая с другими регионами, с другими ДК, мы видим, что жители хотят, директора хотят, но какой-то такой вот железобетонный тупик в управлении, потому что люди просто хотят работать, не хотят потерять свое рабочее место. Ну, вашей республике очень повезло с руководством, хочу сказать. У вас, конечно, бесподобные руководители. Это большая редкость, и я вижу, что лет через 5-10, наверное, Якутия просто будет рулить вообще в России во всех отношениях культуры, архитектуры, туризма и так далее, потому что, к сожалению, по-прежнему в очень многих регионах люди просто сидят и не хотят потерять свое рабочее место. Спасибо, Дарья. Я зафиксировал. Действительно, вот поддержка тех активных директоров и людей, это важно, ну, очень важно. И также, действительно, вот через этот сервис люди будут видеть лучшие практики, опыт, да, лучший, и тогда вот действительно распространится ну, то, как вот мы могли бы перезагрузить культурные центры, дома культуры. Хорошо, про туризм давайте поговорим немножечко, потому что Наталья, как я говорил, она очень, ну, как бы радеет за то, чтобы и в наших селах появлялись интересные места, ну, не только в селах, и в городах, в частности, да. И Наталья, она активно участвовала в качестве эксперта в рамках того архитектурного хакатона. И как же повлияет, скажем, обновление культурных центров и домов культуры на туризм в нашей республике? Как, Наталья, вы видите эту связку культуры и туризма? Да, Вань, ну, у меня буквально 3 тезиса, да, поскольку попросили быстро. Ну, во-первых, на сегодняшний день можно заметить такой тренд. Мы видим, что меняется соотношение между организованным и самостоятельным туризмом. Это о чем говорит? О том, что люди
приезжают в республику и посещают какие-то достопримечательности Якутии самостоятельно, не обращаясь ни к туроператорам, ни к туристским центрам. Соответственно, в селах должна быть какая-то точка, предоставляющая вот этот туристский сервис. Где-то люди должны купить сувениры, где-то люди должны иметь возможность обратиться за услугами экскурсоводов. Сегодня, к сожалению, вся эта история колоссально размыта, где-то эти услуги предоставляются на базе музеев. ДК у нас, к сожалению, вообще выпала, да, из этой истории, хотя если мы вспомним наш фестиваль «Полюс холода», буквально в прошлом году мы проводили «Мисс Полюс холода», мероприятие, которое проходит в рамках большого фестиваля с международным участием, приезжали китаянки, участвовали, но, к сожалению, там такой дом культуры, что в целом, когда у нас было порядка 500 иностранных гостей, нам было достаточно стыдно, да, за то, что мы сегодня имеем. Поэтому, безусловно, инициатива, которая реализуется сегодня управлением архитектурой совместно с Минкультурой, нам очень и очень кстати, и мы готовы включиться в эту работу и всячески помочь. Второй момент, то есть туристы должны приезжать на территорию, даже если самостоятельно, и должны понимать, где они этот сервис могут получить. Второй момент, турист становится сегодня более опытный, более осведомленный. Россияне уже такие избалованы тем, что они попутешествовали по всему миру, им есть что сравнивать. И, конечно, когда они приезжают по маршрутам в Якутию, и то, что они видят в наших селах, причем они не самые плохие в России, но это несколько, скажем так, не туристически привлекательная история. Причем, что мы считали, у нас 70%, это около 80 маршрутов, проходит через территории сельских поселений. Допустим, люди, когда путешествуют, там сплавы, какие-то активные виды туризма, то они, как правило, проходят через села. А для сел это очень важно, чтобы они могли на этом сегодня, здесь, сейчас зарабатывать деньги. Поэтому, скажем так, посадка на дома культуры, часть вот этих вот сервисов, которые может получить турист, это очень круто, очень здорово, мы готовы это продвигать. Второй тезис касается того, что дома культуры сегодня должны зарабатывать. И туристы — это как раз-таки та целевая аудитория, на которой они могут заработать. Ну, допустим, если мы говорим про Аймикон, то в прошлом году Аймикон посетило более 1500 туристов. Если бы там было производство какой-то сувенирной продукции, какие-то местные там активности, да, то есть туристы могли бы, очень часто сегодня существует такой запрос, они покупают там местные коллективы, да, чтобы вот какой-то вечер организовать, то, безусловно, это такая, ну, на мой взгляд, вообще золотая жила для многих территорий, что касается Верхоянского района, где у нас в Киселях там очень много туристов зарубежных, иностранный поток, и Аймикон. Поэтому, да, на базе домов культуры мы должны заниматься, вот о чем говорил Владислав, эти различные, не просто сувенирные лавки, но и площадки, где проводятся различные мастер-классы, где можно приобрести какую-то сувенирную продукцию, потому что сегодня это просто рассыпанное поле ягод, и, кстати, не везде это есть, а это достаточно важный такой элемент туристской инфраструктуры. И третий тезис, он касается того, что огромное количество инициативных молодых ребят, которые занимаются либо организацией мероприятий, кто-то снимает какие-то фильмы, кто-то занимается изготовлением какой-то там сувенирной продукции или там декоративно-прикладным искусством. Огромное количество молодых активных ребят, которые могли бы предложить свои услуги. Но вот такой точки сшивки этих инициатив на сегодняшний день, к сожалению, нет. С Якутска мы не можем, да, объять огромную территорию Якутии и каким-то образом выстроить этот процесс, это достаточно сложно. А вот на подобных таких площадках, вот, о которых говорила Анастасия, мы вполне могли бы, скажем так, и учить ребят, как это делать правильно, и заниматься, не то чтобы заниматься, да, отфильтровать какие-то идеи, в которые мы могли бы уже проинвестировать, какие-то средства для того, чтобы эти проекты развивались. Поэтому и первый проект, и второй проект для нас, как для Института развития туризма в Республике Саха-Якутия, это, конечно, крайне важная и интересная инициатива. Спасибо. Да, спасибо, Наталья, действительно. Сейчас жизнь такая штука, что вот нет такого, что культура отдельно, образование отдельно, туризм отдельно, все-таки все
взаимосвязано, в том числе, ну, и архитектура, да. То есть мы живем в одной среде, мы там обитаем, там мы работаем, там мы учимся. То есть сейчас все как-то все взаимосвязано становится, некая такая экосистема, да, возникает. Действительно, и с качественным в плане вот, туризма и обучения тех, кто будет туризмом заниматься, я думаю, что очень много интересного можно и сделать совместно. Хорошо, идем дальше. И с нами Илья Токарев, директор проектов Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив. Илья, ты с нами? Я вначале тебя представлял, да, предупредил, что попозже будете. Расскажите, пожалуйста, о проектах, которые вы наблюдаете в России, вот связанные с культурными центрами ДК. Вот в той логике, в которой мы сейчас говорим, есть ли подобные проекты? Ну, смотрите, действительно, тема, которую затронули, очень действительно интересная. Есть проблема наследия советских ДК, вот, которые являются на сегодняшний день невостребованными, при этом, например, располагаясь в малых городах, уж тем более там в сельских поселениях, с другой стороны, они потенциально могли бы быть очень востребованы, потому что культурная жизнь таких городов, как правило, мало наполнена и мало разноображена. Действительно, как подчеркнула коллега из Нидерландов, вот, я могу просто со стороны ошибиться. Вот. Действительно, есть проблема, связанная скорее с управленческим моментом, что директора ДК, ныне существующих, не очень понимают запрос граждан, живущих в городах и поселениях, и не могут его, соответственно, удовлетворить, и поэтому такие ДК, даже какой-то культурной программы, которая там даже появляется, не могут удовлетворить весь широкий запрос культурный, который существует там в поселении, например, да. При этом мы видим, например, в России очень классные решения, когда приглашенная молодая команда, которая приходит в ДК и начинает проводить свои культурные мероприятия, свои программы, делает этот объект не просто интересным для города, не просто интересным для аудитории, а дает ему таким образом вторую жизнь. То есть, мне кажется, таким уже ставшим образцовым примером для России является культурный кластер «Каменка», вот, где на базе бывшего ДК пришла молодая команда, собственно говоря, ребят, которые взяли в управление его полностью и сформировали такой маленький креативный кластер. Вот, и несмотря на то, что он находится, этот ДК в Красноярске, он находится в парке глубоко, и это не зона трафика активного, это не самое такое привлекательное место города Красноярск с точки зрения посещаемости, было когда-то, но за 6 лет своего существования этот креативный кластер существует в ноль, то есть он, в общем-то, работает как коммерческий объект, но в силу там своего географического положения в городе он может работать в основном ноль, но благодаря за счет богатой культурной программы и постоянной работы команды управленцев с теми резидентами, которые сейчас населяют кластер, да, то есть с теми, кого они постоянно приглашают, пытаются проводить мероприятия по повышению компетенций там, и так далее, у них сохраняется какое-то число людей, которые работают там, которые там продают свои товары и услуги, и, соответственно, та культурная программа, достаточно богатая и событийная, в разные времена года, которые они наполняют, и люди к ним идут. Вот. Есть замечательные примеры, сейчас я, наверное, не буду их приводить, но все-таки есть там в Астраханской области, в Свердловской области отдельно взятые примеры сельских культурных домов, которые строятся с нуля, либо на базе существующих. Смысл их примерно всегда такой, что управляющая команда управленцев, в которой возникает инициатива, чтобы развивать данную культурную точку на карте, они в первую очередь идут к людям и, собственно, спрашивают их, выясняют у них, вытаскивают из них различными социологическими приемчиками тот запрос культурный, который у них реально существует. То есть тот запрос, который у них, проблематика, которая у них стоит, запрос на культуру, да, то качество, которое, да, и пытаются его закрыть и удовлетворить. Очень часто людям, как выясняется, нужно, например, иное качественное пространство, да, то есть им не устраивают те стены, в которых это сейчас существует. Кого-то не устраивает, собственно, культурное наполнение, кто-то не хочет смотреть такое кино, которое ему предлагают, те, не знаю, там, театральные постановки, которые ему предлагают, или ту лекционную программу, которую ему предлагают. И общество формирует свой собственный запрос. В принципе, все успешные ДК, если бы можно было это все переводить в слова о
свободном экономическом рынке, они действуют, исходя из потребностей потребителя своего непосредственно. Они работают на него. И все ДК, которые видят эти потребности и пытаются их удовлетворить, они более-менее успешны, а кто-то даже, вот как Каменка, является таким образцовым примером. Спасибо, Илья. Ну, действительно, вот это очень интересный такой тоже кейс, наверное, да, опыт, когда формируются команды, возможно, временные, которые специально приехали там раскачать местную территорию и там, работают именно с тем, что есть, и привлекают там, вовлекают местных жителей, выясняя, что у них наболело и так далее. Да? Вот мы тоже проходим у вас акселерацию в рамках 100 городских лидеров. И можете еще рассказать про какие-нибудь другие меры поддержки, которые есть у вашего центра, у IC, где потенциально вот эти проекты, связанные с трансформацией ПЦ-ДК, могли бы пройти обучение, прокачку, какую-то поддержку получить? Ну, смотрите, в рамках, да, отвечая на ваш вопрос, в рамках Центра городских компетенций IC у нас есть, собственно, основная программа, которая была уже упомянута, это 100 городских лидеров, это акселерационная программа, в которой могут подаваться городские проекты, которые связаны так или иначе с развитием городских пространств, городской среды и городских каких-то управленческих решений. Вот. Соответственно, эта программа длится 9 месяцев, в рамках нее происходит акселерация команды, акселерация проекта, прокачка ее компетенций, собственно говоря, выход на реализацию каких-то промежуточных результатов по проекту, потому что понятно, что любой проект, связанный с недвижимостью, так или иначе, это очень длинный проект, да, то есть он предполагает в полной мере, что мы разрабатываем какую-то рабочую документацию, проект, мы все это согласуем, потом мы выходим в стройку, да, по пути мы можем решать какие-то эпизодические решения, но при этом мы понимаем, что по пути все вот этого длительного согласовательного процесса, да, и обустройства этого пространства можем проводить некие активации, да, то есть и в рамках программы мы предлагаем там разного рода выездные мероприятия, городские мастерские, либо городские выходные, когда приезжает пул экспертов для того, чтобы не просто прокачивать отдельно взятую команду из этого города, да, которая занимается своим проектом, а сделать, условно говоря, просветительскую часть для широких слоев населения с участием команды, например, да, или мы проводим городские мастерские, когда мы что-то строим, создаем, то есть активируем методами плейсмейкинга территорию для того, чтобы привлечь к ней какое-то дополнительное внимание, да, чтобы запустить какие-то процессы культурные, которые там уже существуют, да. Вот. Плюс какие еще инструменты? У нас существует крауд-платформа, через которую можно вытаскивать, заводить на нее систему опросов и вообще проводить все онлайновые форматы соучаствующего проектирования и вытаскивания мнения людей, собственно, их позиции, их болей, их каких-то запросов отдельных или даже и предложений в том числе на те решения, которые уже разработаны. Вот. Это как бы если говорить о каких-то основных продуктах, которые сейчас существуют. Да, спасибо. Спасибо, Илья. Я думаю, что нашим представителям культурных центров, домов культуры активно нужно вовлекаться в акселератор и будем делать рекомендации в последующие потоки. Друзья, мы послушали наших экспертов, как мы планировали. У нас остается примерно 13 минут, и я хотел бы спросить наших экспертов, что же вы думаете о сегодняшней встрече, разговорах, возможно, про бизнесовую историю. Виталий, с тебя начнем. Что ты можешь сказать, как креативные наши ДК, культурные центры могут работать и развиваться? Так, как меня видно, слышно? Да. Хорошо, отлично. Значит, я очень кратко постараюсь 5 тезисами буквально по поводу того, что я сегодня услышал и что я думаю по этому поводу, но перед этим небольшую оговорку. Я скажу то, что, скажем так, чтобы правильно меня поняли, да, потому что может возникнуть такое
ощущение, что вот москвич подсоединился, как бы, я, собственно говоря, практически нигде в Якутии не бывал, кроме Якутска, и могу сказать, что он рассуждает своими категориями, что мы-то гораздо дальше, мы гораздо больше по территории, но людей гораздо меньше, и ресурсы не те, и т.п. и т.д. Но на самом деле не совсем так. Я понимаю, что такое сельская территория и удаленная территория. Вот прямо сейчас я с вами разговариваю не из Москвы, а из небольшого, очень маленького городка Зарайска. Это дальнее Подмосковье, на границе с Рязанской областью, это моя малая родина. Вот. И он-то, в общем-то, по меркам московской агломерации, это практически деревня. Но я тут работаю с местными активистами, помогаю им, так как я сам заинтересован, я сам отсюда, родом, я здесь родился, я помогаю местным активистам развивать и туристическое направление, и креативные направления. Поэтому, в общем-то, я, собственно говоря, примерно понимаю, что это такое, когда мало людей, мало ресурсов, а задачи, которые стоят перед тобой, очень, очень серьезные. Вот. Перехожу, значит, к своим тезисам. Первый тезис – это то, что, с одной стороны, вот очень много было, и вообще самый большой акцент, который был у вас сделан, это на архитектурной составляющей. Я знаю то, что есть очень много так называемых хейтеров вообще везде вокруг, которые говорят, что вот, значит, сейчас там вы или там многие люди, которые этим занимаются, пытаются создать новый real estate проект, заработать на недвижимости, построить недвижимость, а потом это все будет стоять и тухнуть без людей, которые придут и которые создадут реальное наполнение, креативное наполнение. Не совсем так. Я думаю, что таким хейтерам можно возражать. Например, есть вот один конкретный кейс, который перед моими глазами. И ты, Иван, если вспомнишь, ты ко мне приезжал несколько лет назад в Зеленоград. Вот Зеленоград – это один из примеров, который можно приводить в качестве обоснования того, почему нужна необычная архитектура, удобная, комфортная, классная, инновационная. Зеленоград был построен как наукоград, как центр микроэлектроники Советского Союза, был построен еще в конце 50-х, начале 60-х годов. Как мы знаем, это не секрет, в Советском Союзе здания были, как правило, строились по типовым одинаковым проектам, да, и все выглядело, в общем-то, не очень классно, не очень инновационно, мягко говоря. А Зеленоград строился абсолютно инновационно. Здание необычное, здания разноэтажные, здания, выглядевшие и снаружи, и изнутри, экстерьер и интерьер, выглядевшие очень необычно. Потому что уже тогда люди, которые его строили, которые его проектировали, они понимали, что привлечь лучших людей с лучшими мозгами, с лучшими головами, с лучшим опытом, привлечь на работу туда и сохранить их на работе, задержать их на работе, для этого требуется вот этот вот элемент инновационности, элемент необычности, элемент такой креативности, творческой составляющей во всем, да, то есть люди, как правило, умные, талантливые, им хочется, чтобы вокруг все было тоже красиво, как по Чехову. Но, значит, тут мы сталкиваемся еще с другим концом этой проблемы. Соответственно, есть еще и люди, да, которые должны работать, которые должны наполнять своим творческим наполнением, озарять все вот эти вот пространства, которые вы создаете. Я думаю, что необходимо, безусловно, эти люди уже есть, да, которые работают на энтузиазме, которые работают на вот той искре, которая в них есть. Но вы должны прямо сейчас начинать думать над тем, каким образом помочь им в том, чтобы эта искра, чтобы этот энтузиазм их не погас, то, что они не устали бы тащить все на себе, только на своем энтузиазме, да, и не ушли бы из вот этих пространств, которые вы создаете. И плюс еще к этому, я думаю, что нужно думать о создании некого, условно назову его шаблонно, кадровым резервом таких людей. Возможно, стоит провести что-то типа конкурса «Лидеры России» по направлению креативное пространство, креативной индустрии на территории Якутска, для того, чтобы потенциально тех людей, которых еще можно подтаскивать к этому, чтобы их идентифицировать, чтобы понять, в чем их интерес, чтобы их привлекать с самого начала к работе всех этих пространств. Потому что если пространство построить и ждать, что придут сейчас откуда-то сами по себе эти люди, то это, в общем, не самый правильный подход. Скорее придут люди не очень хорошие, которые просто в свою пользу, в своем другом интересе захотят воспользоваться этими пространствами, и тут, соответственно, это вам создаст достаточно большую проблему. Вот, это тезис номер один. Второй тезис.
очевидный, но тем не менее нужно его озвучить. Это преодоление инертности людей в связи с переходом многих активностей в онлайн. Вот сейчас я слышу от многих, что начали отменять локдауны, начали отменять все ограничения на встречу людей в офлайне, и типа, что можно забыть про все вот эти вот онлайновые площадки и онлайновые активности, которые создаются. Нет, на самом деле все равно будет идти, переходить в онлайн, несмотря на вот эту вот инертность, несмотря на противодействие людей онлайновому общению. Надо стараться двигаться вперед, двигаться все равно в онлайн. Тем не менее, все равно большая часть вещей будет в онлайне. Очень важная... Да. Еще есть дальше сказать. Мысль понята, да, надо последний тезис. Велосипед изобретать не обязательно. Про это уже звучало. Говорили про Красноярск, говорили про Астрахань. Я скажу 3 вещи, на которые стоит посмотреть. Это, во-первых, московские библиотеки, обычные районные библиотеки. Из каждой из них сейчас сделали фактически креативное пространство. Раньше это были скучные обычные библиотеки, где кроме полок с пыльными книжками ничего не было. Сейчас там очень круто. Вот обратите внимание, я думаю, что надо копировать этот опыт, просто брать его и копировать. Второй опыт — это та самая Свердловская киностудия и креативный кластер, про который сегодня озвучивалось. Тоже сделали очень много крутого, то, чего просто можно брать и калькировать, конечно, с учетом местных особенностей и наличия ресурсов. Третий момент, очень классная штука, которую я видел в Нижнем Новгороде, называется арт-галерея «Кладовка». Ребята, либо съездите туда, либо пообщайтесь с ними дистанционно. Павел Плохов, ее директор, я вам дам его контакты. Они сделали великолепнейшую вещь с нулем денег финансирования внешнего, сами на энтузиазме сделали обалденнейшую вообще штуку, которая является центром притяжения креативных творческих людей со всего Нижнего Новгорода и со всей Нижегородской области. Все, в силу просто ограничения времени заканчиваем. Спасибо. Хорошо, не буду комментировать. Юлия, тебе передаю слово, на что можем отреагировать. Да, спасибо. Я очень быстро, потому что понимаю, что времени нет. И хочу поделиться всего одним тезисом, провести параллель с основной деятельностью компании Urban Bike, основателем которой я являюсь. Наша компания занимается проектированием велотранспортной инфраструктуры и развитием активной мобильности в российских городах. И очень часто мы сталкиваемся с таким возражением, как, ну, кому вообще нужна ваша инфраструктура, у нас велосипедистов мало, и в России другой менталитет, и климат у нас не тот, как часто говорят. Но мы на собственном опыте, на опыте европейских стран знаем, что инфраструктура порождает спрос. Если сейчас кто-то будет возражать, что вот там дома культуры, да кому они вообще сейчас нужны, сейчас бы выжить, там пандемия, экономический кризис и так далее. Вот. Но на самом деле, когда есть хорошее предложение, когда есть хорошая инфраструктура, появляется следом за ней спрос. Поэтому вот у Дарьи в презентации очень было наглядно показано, какие сейчас возрастные группы не охвачены предложением существующих домов культуры. Соответственно, выяснив потребности этих возрастных групп и сформировав для них предложение, вы увидите, что на самом деле спрос есть, спрос очень высокий, и дома культуры получат второе дыхание и начнут развиваться уже совсем по-другому. Спасибо большое, Юлия. Да, действительно, инфраструктура — это вот самое то, что позволяет нам развиваться и двигаться вперед. Сергей, скажи, пожалуйста, есть что добавить? Может, свои пожелания? Как бы работать с молодежью в сельской местности, хотя живете в Москве? Сергей? Так, идем дальше. Не слышно, не видно. Мария, давайте мы вам тоже скажем пару слов, может, что предложите. Что скажете? Мария Скрябина с нами? Так, Айтал, наш дорогой друг, мы уже в переписке с тобой в WhatsApp. Скажи, пожалуйста, вслух, как нам... Я хотел много сказать, да? Но я хочу сказать такой момент, то что, извиняюсь за опоздание, во-первых, во-вторых, в Якутии конкретно, да, мы с вами должны... Ну, я историю повседневности, изучаю структуру повседневности, как она меняется, и надо сравнивать, как история говорит, то, что сравнивать Советский Союз, да, и современную Россию. В Советском Союзе сельские дома культуры, они строились с нуля, и главная задача была воспитать советского человека. Надо понимать о том, что 100 лет назад то понятие досуга, которое у нас сейчас существует, такого не было.
И, естественно, СДК, сельские дома культуры, они занимались тем, что воспитывали, прививали понятие «свободное время, досуг» для сельских жителей. А наша задача в 21 веке, как историк, я говорю, что у нас точно такая же задача — научить человека, ну какая задача современная для культурно-досуговых учреждений? Воспитать человека с большой буквы «Ч», личность, чтобы оно саморазвивалось, оно было самодостаточным. Следовательно, КДУ, они должны были быть местами для саморазвития, но это уже было сказано очень много раз. И главная проблема, которую я вижу в современных культурно-досуговых учреждениях, это то, что очень мало людей ходят в эти дома. Почему? Потому что то понятие досуга, которое у нас существует в городской среде и сельской среде, оно полностью отличается от понятия досуга. И я хочу поддержать Илью. Надо вот какие-то социологические опросы проводить, качественные методологии, качественная социология, чтобы понять, что такое для якутского сельского человека понятие «свободное время» и как он хочет это, куда он хочет потратить. Вот тогда мы заполним полностью КДУ. Спасибо. Спасибо большое. Меня слышно? Нет? Дорогие друзья, ну, в принципе, сейчас у нас 2 минуты есть. Не знаю, вот Сергей хотели услышать, Марию, если вы меня слышите, можете отреагировать, вставить 5 копеек, как говорится. Раз. Да-да, я бы сказал, на самом деле, пару мыслей на тему, хоть я, да, уже тоже должен идти, но очень хорошая мысль была, я не помню, кто сказал про библиотеки, как раз у меня тоже это слетело с языка, потому что я работал в федеральной библиотеке, одной из крупнейших в России, и как раз мы делали проекты переформатирования библиотек, и мне кажется, что вот эта связка библиотека плюс культурный центр, потому что в каждом населенном пункте по законодательству должна быть хотя бы одна библиотека, как выясняется, и это хорошая база для формирования вот этой новой культурной жизни, как мне кажется. Вот, это первая мысль. А вторая мысль — это как раз о том, чем я конкретно занимаюсь, то есть это привлечение молодежных НКО к активистской работе. Вот. И это может быть как раз той точкой сборки, о которой шла сейчас речь, о привлечении новых и свежих молодых людей, которые готовы менять жизнь, которые готовы делать проекты. И тут существует интересная связка, потому что чаще всего НКО связано либо просто с культурой, либо с социальными проблемами, что тоже очень хорошо, я имею в виду с решением социальных насущных проблем. А это, мне кажется, должно идти в связке, и как бы проблемы, допустим, девиации, проблемы трудных подростков, проблемы людей с ограниченными возможностями. Мне кажется, это как нельзя лучше тоже стыкуется с социальной повесткой и культурной повесткой. Вот, поскольку развитие культурное, оно всегда, мне кажется, должно идти в совокупности с какой-то общественной пользой, что ли. Вот, и здесь больше речь скорее не об экономическом эффекте, если мы говорим с точки зрения экономики, потому что многие ждут какого-то эффекта быстрого экономического, а в этом случае как раз, мне кажется, не надо его ожидать. Это те инвестиции, которые окупятся не в ближайшие 10 лет, но, тем не менее, они очень важны. И поэтому здесь критерий как раз эффективности — это общественная польза. Вот как мне это видится. Ну, пожалуй, что это все кратко. Я хотел что-то добавить. Большое спасибо, что вы меня позвали. И желаю вам удачной сессии в дальнейшем. Спасибо. Видимо, Иван завис. Я надеюсь, что это не я завис, что это Иван завис, но я надеюсь, что все слышали, о чем я говорил. Да, походу Еще так, раз. он вылетел. Еще раз спасибо. Да, но я плавно должен уже покинуть вас. Всем удачи. Можно я тогда спасибо. воспользуюсь ситуацией и добавлю пару слов буквально?
Вот в продолжении того, что говорил Владислав Валерьевич, очень была правильная мысль, но очень такая болезненная для реализации, то, что должен быть коммерческий элемент привнесен в деятельность такого рода пространств. Совершенно правильно, совершенно верно. В то же время, опять же, я понимаю прекрасно, насколько это болезненно может быть для реализации, потому что все встречают такую мысль в штыки, пользователи. Но я хотел бы добавить, посмотреть на это немножечко с другой стороны. Вот я упоминал сегодня арт-галерею «Кладовка» в Нижнем Новгороде. Так вот, они не то чтобы... Они зарабатывают еще сами на том, что они делают, за счет того, что это близко к развитию ремесел. Они делают разные необычные штуковины, разные сувениры, которые продают, зарабатывают на этом небольшие деньги. То есть это позволяет не только не вкладывать туда деньги, а еще и оттуда вынимать деньги, опять же, на развитие. То есть они не куда-то, конечно, там раскладываются по своим карманам, они идут в развитие, но тем не менее это очень важно. Предлагаю посмотреть на их опыт. Спасибо большое, Виталий. Иван только что мне позвонил, сказал, что у него с сетью проблемы случились, поэтому, дорогие гости, друзья, спасибо большое, что присоединились к нашей дискуссионной площадке. Надеюсь, вам было интересно и полезно услышать друг друга, увидеть, скажем так, в такой сложной ситуации, когда живого вообще действительно не хватает. Спасибо большое. Мы тогда завершаем нашу дискуссионную площадку и переходим к следующему формату. У нас будет выступать Долан Андреев, будет рассказывать про свою историю успеха на краудфандинговой площадке Kickstarter. Кому интересно, конечно, можете оставаться, послушать, позадавать вопросы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.